Всем привет-привет, с вами канал Life. Мы решили сегодня прогуляться в историческом районе Калининграда, Амалиенау и улица Мира. Вот мы сейчас находимся у музыкального театра. Смотрите, какой музыкальный театр у нас красивый в Калининграде. Тут, значит, будут алые паруса. Очень такое шикарное здание, крупное, выдающееся. А мы хотим посетить не внутри, но хотя бы снаружи поснимать несколько храмов сегодня. Это очень интересные храмы. Там Евангелическая лютеранская церковь и строящийся собор святой великомученицы Екатерины. И вот проходим мимо музыкального театра по улице Мира. Вот тут вот такая обстановка. Сейчас у нас холодина. -7 сегодня. Но вы знаете, -7 это по-божески. По ночам обещают еще будет заморозок до 20 градусов мороза. Но завтра будет днем +1. И послезавтра +1. А потом уже опять немножко похолодает, но я не думаю, что надолго. Потому что весна все равно наступит. Мы в это верим. Так что идем мы дальше. Вот уже скоро купола. Мы уже там ближе поснимаем. Такой примечательный дом на Мира 89. Это новый дом. Смотрите, какой красивый. Здесь, прекрасно, наверное, жить, потому что он такой вот интересный. Такая у него архитектура приятная. И вот тут сзади вот этот музыкальный театр. Вот. Мне нравятся такие дома, конечно, прям шикарный дом. Смотрите, шикарный. Считаю, что очень симпатичный. Такой прям. Хотите квартирку в таком доме? Вот там вот написано продажа и номер телефона. Кто хочет квартирку, обязательно приобретайте. Приобретайте квартирку на проспекте Мира. На улице Мира, на улице. Не проспект, это не проспект. Сейчас будут меня корить опять. Ой, какой сегодня солнечный денек. А вот это вот мы, похоже, набрели на пруд-поплавок. Такой легендарный, про который я очень много, мне кажется, слышала, но не видела. Давайте все-таки сходим и посмотрим, это он или не он вообще. Вроде как прогулочный такой прудок. Видно, что это пруд-поплавок. Интересно, да? Вот я такую сейчас иду против солнца. Сейчас немножко пройдем. Вот смотрите, вот со собачками гуляет такой дом. Видите, тоже довольно-таки примечательный. Интересная такая архитектура у него. И собачка. Видите, какая симпатичная собачка. Это скотчик у нас, да, скотчик. В одежде. Потому что зима. Потому что холодно. Вот посмотрите. Видите, тут какая оградка симпатичная. Весь он замерз, да? У нас вообще в Калининграде редко что леденеет из водоемов. А сейчас все водоемы заледенели абсолютно. Потому что, такого февраля никто еще здесь не видал. Мне кажется, давно не видели такого февраля. Чтобы такой он был холодный. Значит, надо так холодно. Непривычно, конечно, когда водоемы замерзают. Непривычно. А вот тут что у нас? Видите, какое здание интересное. Что это за здание? С той стороны узнаем. Соль хотя бы тут сыплют, да, сыплют соль, чтобы можно было ходить. Видите, такая какашка получается, какашка. Вот там уже купола виднеются церкви, храма, в который мы идем смотреть. Вот. А вот тут вот летом вообще замечательно. Я думаю, что прогуливаться очень даже. Да, Вов? Да. И смотри, какие дома здесь красивые. Такие прям... Ты посмотри, какие коттеджи стоят. Надо вот... Плохо, конечно, видно в камеру, но все-таки видно, что крутые. Что крутые тут. Видите, тут такие прогулочные дорожки вот прям вокруг водоема полностью. Вот. И вот там вот люди уже на этом льду, да, тут вот мостики такие. Симпатично, конечно. Вот летом, я думаю, вообще класс. Если мы летом здесь еще будем, то, конечно, придем сюда прогуляться.
Есть возможность направо уйти. Единственное, что... да, Не, мы сейчас тротуар. сюда, конечно. Ну, пошли по тротуару, хорошо. Пошли по тротуару. Солнышко прям прекрасное, конечно, светит. Так, мы пришли вот тут вот, по-моему, есть братская могила. Вечная слава героям. Давайте подойдем поближе, чтобы на нее посмотреть. Сейчас. Вот. Тут вот здание какое-то очень хорошее, красивое. Уж не знаю, что это за учреждение. Это может даже быть просто домом, учитывая Калининград. И вот есть такая вот братская могила. Вот смотрите. Видите, она... Вот мемориал такой вот так вот он устроен. И, естественно, тут перечислены эти имена. Видите? Много вот таких вот досок с именами. Ну, фамилии. Фамилии, инициалы. Вот. Так вот это выглядит все. И рядом есть вот этот храм, который строится, да? И вот эта лютеранская церковь. Я хочу сначала ее вам показать. Сейчас подойдем. Смотрите, как вот эту церковь великомученицы Екатерины, да? Ведь это она, Вов? Да. Вот ее очень хорошо сейчас видно. И от куполов отражается солнце. А мы мимо идем, чтобы снять вот эту вот церковь, но она пока у нас от солнца, да? А это как раз на солнце. И я понимаю, что она вот сейчас безумно такая красивая. Так хорошо ее видно, даже среди деревьев. Вот смотрите, вот это новое строящееся здание уже практически оно, видите, оно уже закончено, да? Но я так понимаю, что она еще закрыта. Но очень красиво, конечно. Вот уже хорошо видно. Евангелистская лютеранская церковь. Давайте мы сейчас обойдем немножко. Обойдем сейчас. Покажу поближе. Вот сейчас. Солнышко-то на нее сейчас светит, да? Видите, я обошла ее. И вот солнышко на нее светит. Смотрите, какое сооружение. Такая архитектура интересная у нее, да? Стекло вроде бы с мозаикой. А, ну да, как с перламутром прям. Вот посмотрите, не знаю, видно вам или нет, там прям перламутр. Вот. И, видите, две башни. Башня посередине, крест. Такие интересные формы. Вот такое можно увидеть редко даже в Европе. А здесь есть такая церковь. Красивая, интересная. Такие больше, знаете, в какой-то восточной, наверное, да, Европе больше встречаются. И тут же наш православный златоглавый храм. Смотрите, вот Калининград, да, какой он разнообразный. Тут вот у нас деревья, тут парк какой-то. Вот. Люди все тут ходят, гуляют. Тут хороший район. Люди тут богатые, живут в коттеджах и в хороших немецких домах старых, да. Вот, квартиры тут особенные. И, ну, там дальше есть интересное кладбище старое, тоже калининградское. Я там была много раз, естественно. Вот тут дома, видите, какие настроены. Собачка. Будет распогодит, Сходим. на экскурсию. Ага. Там вот еще водоем есть, вот чуть подальше. Там тоже прогулочный. Уже гуляют там. Вот, ну вот еще вот немножко покажу вот эту церковь евангелистскую. Смотрите. Прям шикарно, конечно. Ну, пойдемте по направлению к этой церкви теперь, к храму. Посмотрим, как она устроена поближе. Представляете, мы нашли при храме центр социальной адаптации. Он сейчас, по-моему, работает, потому что внутри стоит народ. Видите? И они о чем-то разговаривают. Там, или там магазин, или что, не знаю. Но давайте посмотрим поближе на наш храм. Ой, смотрите. Вот такой он красивый. Тут елочка. Даже есть туалет. Представляете? Шикарный. Так, ну, обойдем немножко его. Обойдем. Тут вот видите, какие дома, да? Классные. Классные дома. Все разные. Красивые. Вот. Видите? Ух, какой высокий. Ух, какой высокий храм. Тут вот тоже дверь такая большая у него.
И вот там с той стороны можно посмотреть тоже. Там не будем мужчин беспокоить, они там что-то делают, погружают что-то. А мы сейчас с этой стороны обойдем. Даже камера не захватывает. Во, весь фокус только видели, когда издалека была. Вот напротив это церковь. А тут, когда ближе подходишь, и вот даже камера во весь обзор не берет, потому что новый очень большой, такой огромный храм, видите? Новый, красивый. Лесенки, конечно, заснеженные, потому что он не работает сейчас. И в лютеранской церкви тоже написано карантин. Зато смотрите, тут у нас еще жители есть, да? Этот есть кормушечка для птиц. Сейчас птичку видели. Ну, если вы хорошо в камеру смотрели, вы тоже ее видели. Я ее засняла. Семечками ее кормят. Вот тут есть еще особенный вход для служителей, да, и вот она, колокольня. Здорово вообще. Красиво, конечно. Мне нравится. Ух, какая высокая. Ну что, мы прогуляемся еще немножко. Меня вот это здание заинтересовало. Интересно. Интересно, что это за место? Давайте зайдем и посмотрим. Просто реально странное место. Кофейня? Или какой-то магазин? Алена? Прикольно. А это этот... Кондитерская? Кондитерская, пекарня. О, прикольно. Правда, у нас сегодня случилась авария, так что у нас... Не у нас, на улице. Не у нас На улице, случилось, да. да. Света Да. нет. Вот, мы это поблагодарили, поэтому у нас ассортимент сегодня не такой, как обычно, конечно, грозой урезан. Хорошо. Будем знать. Ну, мы что-нибудь должны купить. Конечно. Как ты смотришь? Макарон, есть шоколадный, ванильный, лимонный. А вот это что такое? Снизу это все трюфельные конфеты ручной работы. Так, а вот эти вот на палочке? Это пирожные кикбокс, наподобие пирожного картошка, только на шоколадном бисквите. Ага. Ну, Так, а цены где? Весь пресс-план сзади. Если что-то конкретно интересует, я вам подскажу. конечно. Ух ты, печенье. Там пшеничный миндаль муке, да, есть двух видов. Ух ты, а у вас эти нет меренги. печенек с предсказаниями? Так. 2,5, поэтому. Что вас интересует? Так, мы хотели, ну вот хотя бы штук 6 вот таких коричневых. Ой, а подожди, без налога наличка есть? Наличка есть. Они с разными вкусами. Есть молочные без добавок, есть темный ромовый изюм, есть белый шоколад кокос, есть А мне вот коричневые. просто горький. Вот эти? Да, это как розмариновые. розмарин. Да. Ну давайте штук 6. 6. Да. И вот эти вот на палочке 3 штуки. Даша, покажи идеальный вообще. И может быть 3 печенья вот такие еще. Попробовать. Печенье? Ага. Что вы собираетесь? Давай, закрывай. Смотрите, уходит трамвай как раз по этому пути. Вот я еще успела его заснять. Ну, вот такая вот замечательная кондитерская. Мы там оставили 810 рублей. Ну, Что мы купили? Сейчас расскажу. Мы купили вот такой пакет с разными сладостями. Значит, мы взяли 6 конфеток ручной работы с розмарином. Шоколад с розмарином. Они такие блестящие. По 60 рублей. Также мы взяли 3 печенья по 45. И были такие на палочке пирожные. 3 штуки шоколадные, я вам их показывала. Вот мы еще их такие взяли. Вот, у нас вышло 810 рублей. Это изделия ручной работы. Исключительно должны быть качественные и вкусные. И когда я их дома попробую, я вам обязательно расскажу, какой был вкус. Особенно у розмариновых конфет. Это очень интересно. Потому что конфеты с розмарином я еще ни разу в жизни не пробовала. А ты, Вова, пробовал конфеты с розмарином? Вот Я ты. с перцем чили пробовал. Ну, Конфеты, вы знаете, вот розмарин у нас добавляют часто.
веточку розмарина добавляют в тести-лабе в лимонад с арбузом. И он как идет лимонад клубника, арбуз и веточка розмарина. Очень интересный лимонад, между прочим. Тоже, естественно, домашний, без консервантов каких-то, без всяких примесей. Вот. Стоит он, ну, раньше стоил 89 рублей, сейчас не знаю, сколько он стоит. Но приходите в Тести-Лаб и берите лимонад. Там, тот, который они приготовили сами, он замечательный. Видите, какие тут здания интересные у нас на улице Мира. А мы идем просто дальше и будем вам показывать что-то, если что-то будет интересное. Вот мы снова проходим музыкальный театр. Вот тут вот так вот. Видите, дома какие тоже красивые. Вот вроде квартирные дома в Калининграде, но есть такие классные. Прям хочется в таких жить, да? Вот в Екатеринбурге тоже есть хорошие. А есть города, где они все серые, эти дома, серые какие-то, безжизненные. У нас тоже такие есть в Калининграде, но их меньше. А в основном они очень такие симпатичные. И строить стали все лучше и лучше, понимаете? И это очень хорошо. Вот мы сейчас проходим старые дома. Вот везде есть то кованые перильца, то симпатичные двери, то трубы тоже интересные. А вот здесь окно и балкон. Вы посмотрите. Это вообще шедевр просто. Такое окно и балкон. Ну, интересно, очень сделано. Это очень старое. И вот так вот выглядит. С козыречком еще сделали. Видите? А мы прогуливаемся. Тут, понимаете, район-то старый. И все наполнено вот такими европейскими магазинчиками. Вот такими старыми тут же подъездами. Ну, такое наиболее напоминающее Европу. Местность такая, знаете, старая вот эта. И идешь, и как будто идешь, не знаю, по Германии идешь, по Польше. Даже не по Польше, по Германии, по Литве. Вот тут вот магазин, видите, постельные кровати стоят. А тут опять, видите, опять раз, и вот такой балкончик. А вот там выше еще. И вот эти вензеля все, такой вот с аркой подъезд. Ну, это прям очень интересно, конечно, выглядит все. Можно каждый дом, идешь, и вот какую-то деталь каждый раз рассмотришь. А идешь опять раз, какую-то заметишь интересную деталь. Вот такой Калининград загадочный. Вот мы дошли до такого вот углового дома. Вот тут, видите, это значит, у нас разные кофейни, магазины какие-то, напольное покрытие. А здесь вот такой вот дом угловой. И с той стороны хорошие дома, коттеджи. Вот там вся улица, эти коттеджи богатые, элитные. Вот туда она уходит вниз. Это улица. Видите? А тут, смотрите, вот кованые всякие перила. Вот тут раз, и вот такой вот интересный подвальчик. Или погребок какой-нибудь. Много кафешек, кондитерских, пекарен. Кондитерские, кафе, магазины, пекарни. И все обязательно с вот такими чугунными, витыми, всякими перилами сделано. Понимаете? Вот там вот такие вот домики у нас. А вот дальше, видите, дом художника. И в доме художника там подальше есть кафе такое, 12 стульев. Так называется. Очень крутое кафе, конечно. Владимир Николаевич никак не хочет меня туда сводить. А я бы его сводила с удовольствием. Вот. И вас бы сводила туда. Потому что я-то, конечно, там была. Но хочется показать. Вот видите, улица туда уходит. Тоже такие хорошенькие дома. Там высокие квартиры, высокие потолки. Старого образца, да?
у нас старого образца. Вот это улица Кутузова. Мы с вами ее снимали уже. Тут всякие дома, хорошие коттеджи, а также виллы, старые виллы района Амалиенау. Вот. Так что прогуливаемся вот так. А вот сейчас мы уже около кирхи королевы Луизы, находимся в Центральном парке. Уже пошли на остановку сейчас. Сядем в какой-нибудь автобус. У нас до нашего района идут все автобусы. И доедем до дому уже. Так что вот мы нагулялись сегодня. Небольшая прогулка, немножко поснимали. Вот, пишите свое мнение, пишите, нравится ли вам наш Калининград. Вот 5 идет. По сути, нам бы до нее добежать, но не факт, что мы успеем. А там еще сзади какой-то автобус. Может, мы еще и на нем успеем. Все. Вот так вот пробочка началась. Время 4:30. В пятницу пораньше начинается заторможенность движения. Вот мы сейчас на проспекте Мира постоим, видимо. 100 лет не ездила на автобусе.